Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Спортсмены сборной России завоевали 2 медали в третий день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Гванчжоу. Награды высшего достоинства в копилку команды принесли синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев, выступавшие в соревнованиях смешанных дуэтов. Обладателями серебряных медалей в синхронных прыжках стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь. В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая. На ее счету 10 наград. Команда России идет второй. В ее активе 3 золота и 2 серебра. Тройку лидеров с 2 наградами замыкает сборная Украины. Российские спортсмены успешно выступили на летней универсиаде в Неаполе. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков. Напомним, сборная нашей страны заняла второе место в общекомандном зачете игр, завоевав 82 медали. Выступление сборной России на летней универсиаде в Неаполе можно назвать успешным. Российские летники достойно представили страну после триумфа национальной команды на домашней зимней универсиаде, которая прошла в марте в Красноярске. В каждой дисциплине, в каждом виде спорта мы увидели острую бескомпромиссную борьбу, которая всегда присуща студенческим соревнованиям. Особенно порадовали пловцы, дзюдоисты, спортивные гимнасты и девушки из художественной гимнастики, которые принесли больше всего наград в копилку сборной, сказал Колобков. Защитили чемпионский титул. Волейболисты сборной России победили команду США в финальной встрече Лиги наций и второй год подряд стали победителями турнира. Соревнования проходили в американском Чикаго. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу россиян. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. У американцев самым точным был Тейлор Сандер, на его счету 20 очков. Отметим, что эта победа в Лиге наций стала третьей для сборной команды России. Также в ее активе 5 серебряных и 7 бронзовых медалей турнира. Футболисты московского «Локомотива» сыграли в ничью с казанским «Рубином» в заключительном матче первого тура российской премьер-лиги. Матч прошел на стадионе РЖД-арена в Москве и завершился со счетом 1-1. В составе железнодорожников гол со штрафного забил полузащитник Алексей Миранчук. У казанцев отличился Хвича Кварацхелиао. В матче второго тура московский клуб примет дебютанта премьер-лиги Тамбов, а «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 21 июля. Американский баскетболист Джордан Микки покинул Химки по истечении однолетнего соглашения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Известно, что 25-летний форвард присоединился к испанскому «Реалу» на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне американский баскетболист провел в составе подмосковного клуба 63 матча и в среднем набирал за матч 15 очков и совершал 6,1 подбора. Ранее игрок выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» и «Майами». 8 команд боролись за кубок директора удачнинского ГОК на 11-м туристическом слете «Азимут». Любителям физической активности необходимо было преодолеть полосу препятствий, приготовить на природе шедевры кулинарного искусства, а также принять участие в различных конкурсах. Подробнее в материале наших коллег. Последние приготовления, проверка противопожарных уголков, жеребьевка, старт. Первой на трассу вышла команда автобаза технологического транспорта номер 3 удачнинского ГОКа. Не торопись, спокойно, давай. Подготовка началась задолго до соревнований. Председатель молодых специалистов удачнинского ГОКа Илья Потапов совместно с геологами осматривали трассу, создавали маршрут. Ребята признаются, последние метры до финиша дались нелегко. В этом году мы поменяли, у них будет карта местности в масштабе и даны контрольные точки, контрольные листы с направлением на следующую точку. То есть они должны будут на этом листе транспортиром определить азимут и линейкой отмерить расстояние до этой точки. Пока одни преодолевали полосу препятствий, другие участвовали в различных конкурсах. Так, например, в конкурсе плакатов участники затронули самые разные темы, начиная от сохранения экологии до техники безопасности на производстве. Определить победителя было нелегко, но соревнования есть соревнования. Так, по итогам прохождения полосы препятствий, третьими стала автобаза технологического транспорта номер 3, вторыми управление удачнинского ГОКа. Ну а переходящий кубок директора комбината забрали новички, молодые специалисты горнодобывающего комплекса Верхнемунское. Как говорится, пришли, увидели и победили. Это их первая в копилке заслуженная награда. Мы из таких активных людей, что с радостью приняли предложение принять участие и, как говорится, в бой. Возможно, в дальнейшем в туристическом слете примут участие бюджетные организации города, района, а также вновь присоединится команда Мирного и Айхала, которые по определенным причинам не смогли приехать в этом году. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.